Это «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. 18 декабря 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, направленный на упрощение получения российского гражданства для жителей Беларуси, Казахстана и Молдовы. Он отменяет общее правило, согласно которому перед подачей документов на получение гражданства необходимо прожить в нашей стране от 5 лет. Сколько человек стали гражданами России и нашего региона за последние годы, об этом расскажет гостья студии. Аида Бурцева, начальник отдела по вопросам гражданства, управления по вопросам миграции МВД по Республике Саха-Якутия. Аида Семеновна, здравствуйте. Здравствуйте. Я предлагаю начать с такой небольшой статистики. Вот за последние, давайте, 5 лет. Сколько человек получили гражданство России в нашем регионе? Ну, давайте начнем нашу встречу с приятного, с которой я хочу именно отметить о том, что в этом году, в 2023 году, значит, мы отмечаем 305-летие, значит, службы полиции. Мы отмечали его 5 июня, которое было создано в свое время, 305 лет тому назад, Петром Великим. Вот. И, пользуясь случаем, значит, разрешите поздравить сотрудников органов внутренних дел, ветеранов наших, значит, с этой датой, 305-летием, значит, подразделений полиции в системе МВД. И от имени руководства Министерства внутренних дел по Республике Саха-Якутия и Управления по вопросам миграции, и от себя лично пожелать, значит, крепкого здоровья, успехов в службе, мира и добра. Ну, а в следующем году, значит, в 2024 году, подразделение по вопросам миграции в системе МВД мы будем отмечать 305-летие. Тоже создание подразделения по вопросам миграции в системе МВД России. Значит, через год после, значит, создания полиции наша служба создалась. Вот. И в течение 305 лет, значит, наша служба, подразделение по вопросам миграции претерпели очень много реорганизаций, И на сегодняшний день, значит, подразделение по вопросам миграции в системе МВД оказывают государственные услуги по 17 видам населению, и выполняют государственные функции по вопросам гражданства, по контрольно-надзорной деятельности, и по трудовой миграции. Ну, а если уже как бы вопросу гражданства, значит, подойти, то вопрос, значит, приобретения гражданства многие уже последние годы остается очень актуальным. Значит, это, значит, интерес именно со стороны иностранных граждан, значит, к российскому обществу, той поддержки, поддержки именно государственной поддержки социальной, в плане трудовой деятельности, и социальной поддержки, молодых семей, это интересует и привлекает нашу страну. Вот. И в среднем в год, значит, по республике у нас 2500 иностранных граждан и лиц без гражданства принимаются в гражданство Российской Федерации. Как отмечает статистика, показывает статистика, значит, немножко понижение у нас в прошлом году, и в этом году, но это тоже объяснимо с тем, что в октябре прошлого года, значит, с присоединением 4 субъектов Украины, это Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожской, Херсонской областей, граждане данных субъектов, значит, были признаны в соответствии с федеральными конституционными законами гражданами Российской Федерации и документированы паспортами гражданина Российской Федерации. Вот. Аида Семеновна, таким образом, вот за последние, я вначале все-таки упомянул цифру 5 лет, это примерно 10-11 тысяч человек. Да, порядка 10 тысяч у нас за последние 5 лет принятых в гражданство Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства. А если вот говорить о тех странах, откуда, так скажем, эти люди прибыли, что гражданство у них было до этого, вот топ-3, какие это страны? Так, значит, актуальным у нас, также мы каждый ежемесячно, подведя итоги, мы это все анализируем, как бы, все собираем, как статистика показывает, актуальным остаются граждане Украины, на втором месте Таджикистан,
Вот, да, и последующие, как бы, да, идут Кыргызстан, Республика Кыргызстан, граждане Армении и Казахстана. Но тут нужно будет еще объяснить тем, что Таджикистан на втором месте, да, почему? На сегодняшний день российское гражданство, Российская Федерация, да, имеет только, значит, Республика Таджикистан, международный договор о двойном гражданстве. То есть граждане Таджикистана вправе приобретать гражданство России, сохраняет гражданство своей исконной принадлежности страны. А сама процедура получения гражданства, вот как она организована и в какой срок все это происходит? Это бюрократически сложная система? Да, значит, тут хочу отметить, значит, да, такой факт, что в этом году, значит, был издан новый федеральный закон, который вступил 26 октября текущего года, да, номером 138 о гражданстве Российской Федерации. И со дня вступления в силу данного закона, значит, предыдущий федеральный закон 62 от 2002 года утратила силу действия. И вот, как и в 62-м федеральном законе, да, так и в 138-м федеральном законе, значит, сроки рассмотрения заявлений о приеме в гражданство остаются те же, то есть не более 3 месяцев, да, но в случае, если необходимости проведения дополнительной проверки, мы можем продлить еще на 3 месяца. На 3 месяца. Иностранный гражданин или лицо без гражданства, пребывающее на территории, значит, Российской Федерации, то есть в нашей республике, да, вправе обратиться, значит, с заявлением приобретения гражданства, если он изъявляет желание приобрести, стать гражданином Российской Федерации, любое миграционное подразделение, их у нас по республике 45 подразделений, да, заявлением и подать пакет определенных документов в соответствии с указом президента, также вступившего в силу 22 ноября текущего года, да, номером 889. Ну, один из вариантов получения гражданства – это заключение брака с гражданином России. Вот сколько у нас подобных случаев хотя бы за этот год? Ну, если вот сейчас, вот, да, вот буквально месяц назад мы подводили итоги 11 месяцев, да, сейчас готовимся к подведению итогового года. Значит, по итогам 11 месяцев текущего года в этом году у нас по основанию брака приобрели гражданство России в республике 55 иностранных гражданина. Много или мало, это как бы, да, в объемах того около 2000 человек приобретают. Я считаю, это немного. В прошлом году за полный год у нас иностранных граждан 99 по браку. То есть это кто? Значит, иностранный гражданин, который состоит в гражданстве, в браке гражданином Российской Федерации не менее 3 лет. И при этом имеющий статус постоянного проживания, вот. То есть просто так, там, да, зафиналить отношения браком? 3 года прожить, но это основание в новом законе. Его не включили. Уже в соответствии с 138 федеральным законом основание приобретения гражданства по браку отсутствует. Аида Семеновна, вот 55 человек, вы сказали, в этом за 11 месяцев этого года. Понятное дело, что, скорее всего, там еще плюс-минус 10 человек прибавится. Вот такие вот итоги заключения браков с россиянами в этом году. А чаще заключают иностранные граждане мужчины или женщины брак с россиянами? Ну, как или россиянками? Да, как практика показывает, значит, большинство, да, кто у нас из числа иностранных граждан, прибывающие, да, в Российскую Федерацию, потом интегрирующие в российское общество, да? Большинство это мужчины, да, и как практика показывает, что мужчины заключают браки нашими местными, да, соотечественниками, ну так, нашими землячками, да, так скажем, да, брак, да. Но, тем не менее, есть факты, что вот при процедуре рассмотрения документов, да, выявляются такие факты, как фиктивные браки. Ну вот давайте поговорим о случаях заключения фиктивных браков. Как они выявляются, как они наказываются, какова статистика в этой сфере? Значит, в среднем, да, где-то от 3 до 5, значит, заявлений, материалов, решений ранее принятых, да, по браку, приобретших гражданство, проходят проверки все равно, да, потому что эти материалы постоянного хранения, да, это может именно осуществиться и через 10 лет, и через 20 лет, да, вот, и согласно которого, если за это время доказано и
уже подтверждено, да, значит, решением суда, что действительно в свое время иностранный гражданин заключил фиктивный брак, согласно которого он приобрел гражданство, его решение, по соответствии с которым он был принят в гражданство Российской Федерации, отменяется. И прекращается гражданство Российской Федерации, признается паспорт недействительным, да. В случае выявления таких именно незаконной миграции именно в данном направлении, да, то до уголовного преследования. А депортация на родину? Депортация на родину, вот как раз именно вот этот вот вновь в этом году принятый федеральный закон 138 эта процедура предусматривает. Вот. И... А вторая сторона, которая в этом принимает участие, ей какая-то ответственность грозит? Да, если действительно доказывается о том, что это было умышленное, то от административного до уголовного преследования. Ну, с обеих ответственность, сторон. да, привлечение к ответственности. Да, какие цифры по данным правонарушениям, если владеете? Ну, прямо сейчас я вам сказать не могу, да, но показатели имеются. Да. А вот, допустим, такие факты, когда те или иные граждане у себя прописывают большое число, так скажем, граждан. Да, это как бы наша постоянная работа, да, всех сотрудников по вопросам миграции, также участковых уполномоченных, да, и материалы есть, да, и немало таких материалов, да, где это расследуется, проводятся проверки с определенными службами, да, и привлекаются тоже к ответственности порядка совокупности именно нарушения. Аида Семеновна, вот чтобы получить гражданство нашей страны, что для этого нужно? Тест на знание русского языка, истории и законов страны, правильно я понимаю? Да. Может, я что-то упустил? Да, вы правильно отметили, потому что действительно это сам, как бы, да, вот я считаю, я сама как специалист гражданства считаю, что это один из самых главных именно документов, да, согласно которого человек должен именно показать, что он владеет русским языком, да, знает историю страны, куда он хочет именно поселиться, да, переселиться и стать гражданином полноценным, и закон, естественно, чтобы не нарушать. Да. Почему необходимо? Это для дальнейшей интеграции именно в российского общества. Поэтому этот документ остается актуальным. Вот. Он также один из требований документов в соответствии с 138 федеральным законом. Да? Ну и хочу отметить как раз вот по этому вопросу, да, значит, с 2017 года в соответствии с указом президента, значит, было принято решение: те иностранные граждане, лица без гражданства, которые приобретают гражданство Российской Федерации, в обязательном порядке проходят процедуру принесения присяги гражданина Российской Федерации. Вот. И только после принесения присяги документируется паспортом гражданина Российской Федерации. Значит, текст присяги гражданина Российской Федерации, он не такой объемный, да, но он такие глубоко значимые слова имеет, да, согласно которого иностранный гражданин, принятый в гражданство, обещает соблюдать Конституцию, да, законодательство Российской Федерации. И в случае нарушения им этой данной присяги, значит, да, установления именно нарушения, да, данной присяги, да, он проходит процедуру прекращения гражданства Российской Федерации. И тут хочу отметить, что у нас уже есть такой судебный прецедент, да, буквально в Челябинской области, вот, согласно которого практика пошла в соответствии вот с новым федеральным законом 138 уже на территории Российской Федерации. Аида Семеновна, ну я присоединяюсь к тем поздравлениям, которые вы озвучили в начале нашей беседы. Благодарю за интересный диалог. Спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо. Ну а я напомню, это было актуальное интервью. До новых встреч.